Серьезный призовой фонд 11 миллионов 200 тысяч рублей стоит на кону. Ну и, соответственно, в каждой своей категории победители за первое место получают 400 тысяч, за второе 200, за третье 100 тысяч рублей. И, конечно же, в первую очередь не это, а то, что они приобретают бесценный опыт международных соревнований. Да. Наша страна сейчас в данный момент очень соскучилась по международным стартам. Это действительно так. На татами выходит Эмомали Нурали из Таджикистана и Тилова Мухреддин из Узбекистана. И хочу добавить, что поблагодарить всех тех иностранцев, которые приехали к нам. Очень огромное им спасибо, что третьими стали наш чемпион мира в 60 килограмм Ягу Абуладзе и Левон Тумасянц. Да, совершенно верно. Именно они. Артур Бареев, судья, арбитр на татами, судья всероссийской категории. Поединок начался, такой, знаете, опустив руки вперед. Представитель Таджикистана пошел на своего соперника. Ну, наверное, это такой какой-то у нее свой призыв к тому, чтобы начать атаку, и эта атака пошла. Смотрите, как это все красиво было. Вы помните первую встречу в Японии Мищенко Бориса Павловича, когда он вышел, руки тоже выставил, когда боролся. Ну расскажите вообще об этом, чтобы публика слышала, и напомните, кто это. Мищенко Борис Павлович — это тренер Центрального спортивного клуба армии. Ну и тренером сборной Советского Союза. Да, он, его рекорд был побит только Энцо Гамбо. Он на Олимпийских играх 80-го года 2 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых медали. Команда Советского Союза. Да, вы имеете в виду в качестве тренера. Да, в качестве тренера, да. И он как спортсмен в 62-м или 63-м году они поехали на матчевую встречу в Японию. И боролся он с непобедимым олимпийским чемпионом прошу прощения, 65-й, после уже Олимпиады, Инакумой. И то же самое, выходил, руки выставил, и Инакому сделал болевой прием, и непобедимого японца он так... Ну, одержал над ним победу. Да, знаете, я его тоже помню очень хорошо. Приятный человек, отличный собеседник. Ну и хороший специалист дзюдо, яркий специалист дзюдо. И всегда спокойный, доброжелательный и отзывчивый ко всем. Да. Вот таким мы его помним, и светлая память. Да. Нужно помнить о таких людях. Да. Как говорят японцы, если ты не помнишь прошлого, у тебя не будет будущего. Да, это действительно всемирно известная поговорка. И так оно и есть. Помнить историю, помнить всех, кто выводил мастера, кто готовил, кто поддерживал, кто взращивал, ну, тот, кто был всегда рядом в качестве наставника. Это важно. Историю помнить, в том числе не переделывать никогда. Ни в коем случае. Эмомали поактивней выглядит, чем Тилов, и... Да, более уверенно, более нагло забирает захваты. Ну, нагло по-спортивному. Ой! Ну, да. Как вы вот видите, да. вы, видимо, знаете, как аккуратно сделали сброс такой. И услышал об этом спортсмен из Узбекистана и сразу решил сказать, нет, не так это. Да, сказать свое слово. Да, и он сказал, он действительно пробовал делать переднюю подножку с одного колена, вот тоже один из вариантов. А за что дали Шида? Ну, за неведение. Ну, это чуть раньше было, это не последний. Да, не последний. Нет. На табло сейчас 2 Шида. 2 Шида у спортсмена из Узбекистана. И добавляет Эмомали. Такое ощущение, что вот, знаете, просчитывает действия своего соперника, не дает ему шансов сосредоточиться и делает атаку сразу. Да, с вами здесь полностью согласен. Здесь, мне кажется, он, наверное, помоложе спортсмен из Узбекистана. Ну, мы можем не гадать, мы сразу можем сказать, потому что что-то с вами увлеклись, а так статистика-то у нас есть, и мы можем с уверенностью сказать, что это Вот, это вес. Национальная борьба пошла. Вес 66, ну, тоже с открытым забралом, как в предыдущих поединках. 66 килограмм. Вот они, эти ребята, которых мы сейчас обсуждаем.
Эмомали Нурали 2002 года рождения. Его соперник Тиловов, он, конечно, на 8 лет старше его. Да. Приличная разница. 94 года рождения. Михреддин Тиловов 1994 года рождения. Разница в возрасте есть, но насколько это влияет? И, знаете, молодым у нас дорога, а более взрослым у нас почет. Нет, не так. Насколько готов к сегодняшнему дню соревнований? Наверное, да. более Здесь, правильно. здесь вот какой был у него сезон, сколько отборолся. То есть. Совершенно верно. Тем более конец года олимпийского, когда страсти кипели чуть раньше. А здесь либо ты на классе приезжаешь, либо не участвуешь, потому что понимаешь, что здесь и ловить-то нечего. Действительно сложно будет побеждать. Хорошую атаку сейчас сделал Сумигаэши, бросок через голову, спортсмен в белом кимоно. Но опять же, эта атака только лишь хорошая, потому что на корпусе соперника лежал, он при падении. И все-таки смог. Да. Наверное, прием-то сначала был Харигоши, сделал, один делал, а другой против. Ну, Гайоши, это что-то подобное, прием, который скручивает. Да. Называется, да? Да, ну сейчас. Харигоши Гайоши, по-моему, так, или что-то подобное звучит это на японской трактовке. Но мы с вами понимаем, что вот как раз один делал атаку, пытался провести все до конца, а другой грамотно контратаковал. Хотя не выжидал. Не выжидал, нет, не здесь. Он просто увидел ошибку соперника. Это тоже своего рода класс, когда соперник может прочитать и бросить. Да, время закончилось. Спасибо этим парням, молодцы, здорово отработали. Эмомали Нурали из Таджикистана посылает всем своим землякам сердечки, благодарит их за то, что поддерживали и болели, потому что и на трибунах тоже есть земляки. Вот показывали парень с флагом Таджикистана на телефоне, делал видеозапись. И Тилов Мухриддин, также мы его поздравляем с серебряной наградой. Спасибо, благодарим вас за такую хорошую борьбу. Нурали Эмомали. Congratulations on the silver medal to the representative of Uzbekistan, Mukhriddin Tilov. Показывают нам еще раз лучшие моменты встречи. Ну и, конечно, эмоции на лицах спортсменов. Очень приятно на самом деле посмотреть на эти эмоции, как люди настраиваются, что у них, какой настрой. То есть, Да, какие настрой, такие эмоции, какой взгляд, насколько там уверены они в себе. Ну, уверены были оба, но победил лучший из лучших. Валентин Викторович Хабиров, вице-президент Федерации дзюдо России. Сейчас будет награждение. Вице-президент Федерации дзюдо Нижегородской области Кирилл Викторович Перевалов. Кирилл Перевалов, вице-президент Федерации. Для детей я Владимир Юрьевич Иланцев, президент Федерации дзюдо России. Извините, что перебил вас. Будет награждать вместе с Арсеном. Очень приятно, на самом деле, когда приезжают такие спортсмены титулованные и общаются с детьми, потому что для многих это память и, как говорится, желание тренироваться, становиться такими же. Яга Буладзе, чемпион мира весовой категории до 60 килограмм. Становится Левон Тумасян, Левон, победитель первенства России до 23 лет, насколько я помню. Обладателем серебряной медали становится, and the silver medal goes to Mukhriddin Tilov, Узбекистан. Мухриддин Тилов, Узбекистан. Обладателем золотой медали становится, and the gold
medal goes to Nurali Emomali, Нурали representing Эмонали, Tajikistan. чемпион весовой категории до 66 килограмм. Спортсмен из Таджикистана. Ну, в честь победы спортсмена будет звучать гимн Таджикистана. Дамы и господа, просим всех встать. Звучит государственный гимн Таджикистана. Очень трогательно впечатляет, когда спортсмен, стоящий на вершине пьедестала почета, гимн поет своей страны. Я вот себя сейчас поймал на мысли. Конечно, может быть, покажусь этот, но наш гимн один из самых красивых. Гимны все красивые, Да. все яркие. Вы видели на трибунах и сколько болельщиков, которые стояли. Все красивые и по-своему. И они колоритны, тем более в гимне заложена там музыка, наверное, вот переживания, эмоции, которые То, что они есть могут в стране. пережить. Да, Да. да, это их чувства, Да. это их